Все закаты на Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Бог с вами. И с духом твоим. Добрый Ты и любовь Твоя навеки, так мы сказали, правды, добрый Бог, і гэта добриня проявиться у сьогоднішнім Слові Божим. Почуємо, може, не таких радостних речей, як нам удається, хоч для нас, християн, повинно бути радостю. Почуємо об конце света. Який це конець, який в нас чекає. Чи ми це його зустрінемо, чи він нас хоче доходить. Про це ми довідаємося у сьогоднішнім Божому Слові. Эту святую мшу справую за Катерину з нагоди дня народженого, просячи о власці здоров'я, доброї учоби і супокою у серці. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охвяну. Spowiadajmy Bogu Всемогутнему. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный,
и отпустивши нам грехи, дарите нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Глория, и на сердце дело. Глория, 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 и на сердце дело. Глория, Глория. Слава на вишенях Богу, а на землі слуха людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Глория, и на сердце дело. Глория, 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 и на сердце дело. Глория, Глория. Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які святиш праворучайця, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвищейший Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Амен. Глория, и на сердце дело. Глория, 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 и на сердце дело. Глория, Глория. Молимся. Пане наш Боже, учини, как мы с радостью Тебе служили, бо только у самоотдаnym служении Тебе, Творителю усяго доброго, мы можем знайти тривалое и полное счастье. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги пророка Даниила.
Повстане в той час Михал, князь великий, який стоїть для оборони синов народу моєго. І надійде тяжкий час, якого не було з того моменту, коли почали існувати народи, аж до этой пори. І у той час спалиться народ твой. Кожний, кого знайдуть записаним у книзі. І многие з тих, хто спить у пилі землі, обудяться. Одни до вічного життя, другие на вічну ганьбу. І ті, хто мудрі, будуть сядь, як світило небосхилу, а ті, хто научить многих справедливості, як зорки, на вічну вічність. Это Слово Божие. Целовай меня, Боже, на Тебе споткнуся. Заховай меня, Боже, на Тебе сподяюся. От часто спадшими гріха моего, я лёс мой тримає, паном я маю всюди перед очима, я прибереш мені, я не боюся. Заховай меня, Боже, на Тебе сподяюся. Там радуется мое сердце, веселится душа, и тело мое будет спочивать безвечно. Мой не покинешь души мою отклони, и не гаси святому Твоему почивитение. Заховай меня, Боже, на Тебе сподяюся. Ты дорогу життя не ложишь, полнота радости перед тобою. Вечное счастье, право уж Тебе. Заховай меня, Боже, на Тебе сподяюся. Читання послання до Гавреїв. Кожний святар щоденно стоїть у служенні, і шмат разов приносить одні і ті ж ахвяри, які ніколи не можуть знищити грехов. А Єсус Христос, принесши одну ахвяру за грехи, назавсёды сів праворуч Бога, чекаючи того часу, коли вороги Ягони будуть покладені, як подножжя ног Ягони. Бо Ён одної ахвяри назавсёды зробив досконалими тих, кого освячають. А де є пробачення грехов, там уже нема ахвяри за їх. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Как мы могли стать перед Сыном Человечим? Аллилуйя, аллилуйя. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Marka. У той час Єсус сказав своїм учням: у ті дні, після того утиску, затьмиться сонце і місяць не дасть світла свого, і зорки будуть падати з неба, і сили небесні похуснуться. Тоді убачать Сина Чоловічого, який буде йти на облаках з великою силою у славі,
ён пашле тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вяртоў, ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведаеце, што блізка лета. Так і вы. Калі убачыце, што адбываецца гэта, ведаеце, што блізка ён пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не міне пакалення гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэтае. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. А пра дзень той або гадзіну ніхто не ведае, ані анёлы ў небах, ані сын, а толькі Айцец. Гэта слова Пана. Можна сесть. Дети, ці ви всі любите супокой? Супокой, як вас батьки не турбують, ні нічого вам не говорять. Прийшов, зробив, що хочеш, пішов, бігатуєш так, спиш для себе, живеш для себе, у школу ходиш так само для себе, вельми добре. А у костелі чого ми шукаємо? Коли шукаємо Бога, то де ми його можемо знайти? Ну, у супокою, конечно, у супокою. Вот только с упокою можем почуть, что Бог нас промовляет. Хочем помолиться, и день закрываемся в свой покой, молимся, все справы оставляем здесь, там, далеко. А мы выходим в святыню, так само можно каждый день прийти, уклончить перед монстрацией, просить себе потребных ласк, как можно нести супокой, справді любові. А в сегодняшней Евангелии что мы чули? Почули про супокой? Но не почули мы, дети, про супокой в сегодняшней Евангелии. Сегодняшняя Евангелия нам сказала про якісь речі. Що це тобі таке? Маска. А навіщо маска? Ну, які у вас мысли есть? Чтобы не заразиться. Справді, видите, найменьшее, а найвеликий ведает, чтобы не заразиться. Ну, коли хтось йде у масці, то ми ведаємо, що він боїться, як не заразиться. Маска з'являється якимсь знаком. Сьогодні Ісус Христос так само говорить про знак, але говорить про знак, про смакownicу. Есть такий мніх, єзуїта, славянський мніх, словацкий єзуїт, а не мніх, Марко Рупник називається, написав він таку книжку, дети, як знайти своє місце у житті. Хотели бы мы ведать, нет? Варто эту книжку можно открыть и прочитать, але скажу, про что там написано. Описывая гэты мніх гэты юзеїта про одного мніха, який має на ім'я Богоміл. Богоміл, чили відомо такое пригожее ім'я. И он описывает, что до этого молодого мніха приходят люди с разными проблемами. Приходят дети, приходят дорослые, приходят люди разных конфессий, звичайные, а вот приходят его святари, как зим поразбавлять, нести якусь пораду. У апошнім разделе этой же книжки есть опись, что до этого мниха приходит бискуп. И приходит с такой проблемой, говорит, что у меня проблемы с покликанием. Я маю кризис покликания. Хоть я уже не молодый, а я этот кризис переживаю. Ну и мних, видите, что приточил слово сегодняшней Евангелия. Поэтому я про эту книжку и говорю вам. И сказал так, и что вы думаете, что має настать, коли убачите зорки, які падають, небо, якое зверхнулося, сонце, якое затьмилося, и луна стратила свой бляск, и космос весь дрожит. Что вы такое думаете, что вы має бути? Ночь, справді ночь, бо ночі можемо бачити зорки. Але що ще? Що конец свет, ось добре, означає, що прийде скоро Пан Єсус, хутка Пан Єсус. І ось гэты мніх говорить этому біскупу, а в житті нашем подобно. Коли все в нашем житті іде наперекосяк, так ви ведаете, что уже близко есть Пан Єсус. Він ось тут уже стучить у двері вашого серця, бо хоче вам щось допомогти, щоб ви змінили в своєму житті. Але хоче допомогти, щоб ви змінили у житті своїх близьких. Конечно же, не у своих близких, а у своих житті. Бо мы с великой охотой меняем жизнь наших близких.
Ім допомагає, як вони були святі, як вони були добрі, як вони нас слухали, як вони нам допомагали. А ми собі, все у нас нормально, як це таке питання. Так ось, есть еще такий фильм, кино. Его снял актер, композитор, режиссер, пробачте, ласка, Ланс ван Трайн. Такий. И это кино має назву Монахиоля. Про что это говорит? Говорит про фильм, поважные дети, пане Шазараны, говорит про конец света. Про конец света говорит, что люди доверились, что на суд Земле летит планета великая. И она скоро ударит в эту планету, и будет конец света. Ну все погибнут. Великая паника поміж людей запановала. Але ученые, назираючи за этой планетой, открыли, что эта планета ніби не ударить у планету Землю. И все выживут. Але був такий хлопчик один, який собі з кусочка проволоки зробив маленькую петлю. И вот эту петлю назирал за этой планетой. И в певному моменті про цей звичайний прибор, зауважив, что однако тая планета, что однако тая планета приближается и ударит в эту Землю. И снова есть якісь турботи. А до вас такое питание, а что бы вы робили, как вы доведались, что вот тут вот уже летит планета в нашу Землю и будет конец света? Отсюда в космос не вылетим уже. У ракети нема, треба було вибивати. Але можна було правдоподобно. Так ось, одним із ще фільмів, щось много фільмів, але так само читає самі, витягує внуски завжди якісь. Одним із фільмів є двох сябров, які працювали у печорі якоїсь, і ця печора завалилася. Засипала виход. Не було шансу, як вибратися оттуда. Уже вони погибали, і один сябр другого говорить, що я тебе винен 20 тысяч динаров. Держи эти гроши, я тебе даю. Ну что мне гроши сейчас? Я тут помираю, тебе гроши даю. Ну держи, я тебе даю эти гроши. Не треба мне твои гроши. И они этими грошами кидаются, такой треба 20 тысяч динаров. Никто не подарует их. И за хвилинку, чему увидели, что заработают. И за хвилинку чуют, что однако до них докапывается, и их за хвилинку вытянут. И они начинают обратно кидаться на эти гроши. Это мои, ты же мне отдал. Я это ведь теперь не даю, зато потом отдал эти гроши. Брати і сестри, як ми реагуємо, коли ми чуємо, що справді прийде кінець світу? Чи ми затішимося, як я сказав на початку світу, чи ми смуткуємо? Діти ви сказали нам ще жити жити. Дорослі ви сказали нам ще шмат, що зробити в нашому житті. Але хто ще, що може не сказати таке? Отож, брати і сестри, О, зашли хтось вже дзвонить до Пана Бога і нас розлучає. Але це нічого, збираються різні речі. Кінець світа це є об тим, що Ісус Христос справді до нас прийде. І ще один з апошніх прикладів, чим є кінець світа, це ми прочитаємо у Євангелії поводле Марка, коли відчинимо цю саму Євангелію, 15 розділ, але і прочитаємо 14 вірш. И там будет написано, перед концом света наступит агида спустошения. Что такое это агида спустошения? Я, конечно, отчинил еще раз Слово Божие, отчинил книгу Даниэля, и отчинил так само 11 раздел, и там нашел, что такое агида спустошения. Это же был колись такой владца греческий, который имел на имя Епифаний Антиох, IV. Слово имя Епифании тлумачится, можно перетлумачить «я объявляю», «я и той, кого объявляет Бог», «кого объявляет Бог». И этот Епифаний зробил так, что выстроил святыню жидовскую. В який спосіб побудував там помник Богу Зевсу. Але це ще нічого. Як видається, що жиди не кушають цього м'яса. Свинину, так есть, то, что хрупкое. Не чистое мясо, нечистое. В этой Епифании, в этой святыне высвоил, что в такой способ, что на алтаре этой святыни зарезал это поросячка маленького.
i z bezcześciu gotuje świętyni. Tak вот, братья и сестры, что наше сердце отрывает от Пана Бога? Дети, у чим ви шукаєте супокою у своєму житті? Это ведь казали, что не может не для детей, потому сегодня мы уходим уже в такие ритмы, которые нас Слово Божие уводит. У ритму так званий конца света. Бо сьогодні почуємо, только за тиждень Єсус Христос владар прийде, буде королювати наше серце. З тим розпочнемо Адвент, где так само подчас Адвенту будем чуть только конец света, конец света. Потому что это не поэтому, как нас застрашит. Бо когда мы чуем конец света и мы турбуемся этим, то мы не приготовленные, наше сердце нечистое. Мы не готовы встретиться с Паном, а мы же все створенные и ждем для этого. Как разом колись сузирать Господь Божие, владарство Божие, до якого ми всі покликані. Затем, брати і сестри, коли у нашому житті все валиться, то радуйтеся, бо близько вже є Ісус Христос. Туш-туш, як ми сьогодні прочитали. А про день той, або годину той, не ведають ні ангели, скажу больше, тут написано в Евангелии, ані Сын Человечий, czyli Jezus Chrystus, только Отец Бог. А як ви реагували, коли чули, що конец света вже тут наступить? Я пам'ятаю, в дитинстві 90-й год, говорить, конец света буде. Добре, немає його. 2000 год конец света буде. Знову нема. 2012 год, знову конец света. Знову нема. А якую радость принесе тому человеку, кто скажет, что конец света будет? Принесе какую-нибудь славу, как вы думаете? Ведаете, что не принесет? Будет конец света. Это ж логически. Даже если он напишет на том книге, какой-нибудь создать какую-нибудь книгу, альбо где-нибудь в интернет выложить, никакого счастья не принесет, никакой славы не принесет. Но будет конец света. Но той, кто угадает, и так не тримает никакой славы. Кроме одной славы мы можем отримать уста народу от Иисуса Христа, якая нас тут сегодня избирает. Повстанем и вызнаем нашу веру в одиного Бога и Царства Божьего. Творителя неба и земли, всепоглашного и неважного, Его единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якому все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воде Писания, и взошел на небо, царить правовыше Отца, и знов придет в славе, судить живых и померов, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророку. Веру в один святый христианский апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю в воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Адорные надеи вечного життя, вознесем наши молитвы до Бога, и прагне счастья усих людей. Молимся за святый костел, обвещаю людям надею избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує народом, как клопотилися о всеправдном спокое и згоді у своих державах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка удільніше у занятках в релігії, щоб використала можливість наблизитися до Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ахвяру розум шкодних звичок, щоб яни знайшли у собі і у своїм окруженні сили, потрібні для супротистояння окремим впливам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, чтобы ангелы-охотники оберегали их от усилякой небесных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молимся за нас, тут собранных, как мы распознали в Божьем Слове шлях для решения наших ежедневных проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Катерину з нагоди Дня народження, просячи о власті здоров'я та віри, доброї учоби і супокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний, вічний Боже, вислухай наші молитви, які ми до Тебе розносимо через Христа, Пана нашого. Аминь. Молитесь, как мою, вашу офиару, не убокайте, всемогутные. Являй вам Бог, верно, веру, дари, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Престолу Святому. Łaskawy Ojcze, niechaj jak wiarę Twoją Tobie składają nauczyć nas żyć dla Ciebie i da pomoże nam dosięgnąć wiecznego szczęścia wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. O sercy. Uznosimy do Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Ona wieka i sprawiedliwa. Zabrał wychod nawet i sprawiedliwa, słuszna i chwała wierna. Jak my zawsiądy i wsiądy Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, wszechmogutny wieczny Boże, wraz Chrysta Pana naszego. Bojąc litości na grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją Bogu na krzyży wybawił nas od śmierci wiecznej, a wraz swoją zmarłych powstanie dał nam wieczne życie. Tamu z aniołami, archaniołami i ducimi świadczyli, my obwieszczajem Twoją chwałę. Razem z nimi usklikaючи. Святий, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Хосанна на вышине. Хосанна на вышине. Благословенный Твой, кто приходит во имя Пана. Хосанна, Хосанна.
Осанна на вершиня. Сапраўды Божа Ты святы, крывіца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце i picie z jego ўсе, bo гэта ёсць kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jakая za was i za mnogich będzie prolita z dziela odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominajući śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, расселенный по всем свете, удосконаливал в любові разом с Папом нашим Францишком, biskupом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які паскудив надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці вийшов з цього світу, і дозволь му бачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анgelами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Братиславом Архипичем и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, разу всеякі вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штутенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в смуту, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкавость упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от грехов, и захованы всякого неспокою,
czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoją sprawiedliwość i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosим, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, darujcie Jego spokojem i jednością, jak i żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokoj Pana, niechaj zawsюди ludzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокою. Ранок Божий, які дареш, раді світу. Змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Ранок Божий, який дареш, раді світу. Змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Ранок Божий, який дареш, раді світу. Подари нам супокой, супокоєм нас задари. Будь баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Яковлеву. Пане, я не вартий, как ты зайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Утішені мого серця, будеш для мене, я важна і сміття, будеш во мне, с которой цветай, я буду прославлять, станемся мы и удеться, тебе я благодарна, снова твое, промовляет дальня мне, любовь твоя, беспутная, любовь твоя, кроме милосердности, любовь твоя, строя мощная, меня важная стану, без песен нет, так спокойно идти, да конечно ты промовляет для мне, любовь твоя,
Молимся. Божа, узмocnienia sakramentальными дарами покорно Тебе проси, как евхаристичная вера, якую Твой Сын нам наказал складать на упоминание, повеличила у нас любовь до Тебе и до ближних, раз Христа Пана нашего. Объявный душпастырь. 15 листопада, это понедельник, и вспоминаем святого Альберта Великого, бискупа и доктора Костела. 16-го вспомин Наисвятейшей Панны Марии, Матери Милосердности, иначе называемой Матери Божией Воскобранской. 17 листопада вспомин святой Альжбеты Венгерской, законницы. 20-го в субботу вспомин святого Рафала Калиновского, святора. 21-го это наступная неделя и має свою назву «Урочистость Пана нашего Иисуса Христа, Благодара всю свету». Сегодня в нашей парафии сердечно вітаем Радио Мария, представительницу сестру, якая после благословления распове несколько слов об Радио Мария, а затем после ее наш гурт Мешаний, якого ми так само вітаємо в нашій парафії, який прихожу сьогоднішню святую Ішу, заспіває ще декілька пісень для тих, хто хоче остатися. А діти, як остануться, ще отримають цукерки. Захота буде. Ще з дня народження моїх осталися. Забув роздати. Не з того года, з этого. Весь месяц листопад у 18:20 молимся на ружанице за души померлых, выписанных у випомінках. Запрошаємо матці, які стратили діток ще в облоні до народження у виніку аборту або при других обставинах на реколекції під назвою «Виноградник Рахілії», які пройде з 26 по 28 листопада у городі Орша, у парафії святого Юзефа. Вельми часто женщина застається одна со своїм болем, не маючи навіть комусь поплакать. И она не має права увогуле плакать, тому що ніхто не лічить гэта проблемой. Але жанчына заўсёды застаецца маці, нават тады, калі яе дзетка не нарадзілася. Пры уваходзе знаходзіцца плакат, можна больш падрабязна знайсці інфармацыю. Пры канцы капліцы знаходзіцца скарбонка карытас, якую можна пакласці добровольную ахвяру на дапамогу бежанцам. Адорацыя Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте в интенции нашей родины будет отбываться наступным чином. Понедельник, вторник, пятница, суббота, неделя с 14 до 19. У середу и у четверг с 14 до 20:30. Так само сзади при конце каплицы с стороны конфессионала можно набыть пригожие диски альбо за ахвяру, альбо там за какую-то оплату, которые мають узмацнить ансамбль, который тренируется, спевает, так само, как будто была якась підтримка и для их. Дякую за это, что они сегодня сходились, приехать и спевать. Ну, вот не спевают, а сегодня так само. Дякую за ахвяри на будову святыни, за спольную индивидуальную молитву, за оправу литургичную министрантам, всім за прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил, помолимся за тим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродеїв, піродавців нашої парафії, так само нових добродеїв, будівництва санктуарія Божої милосердності, за нас виручаючи кожного раба сотку, опеці, Маті Божої Рожальцова, так само Катерину за нагоди дня народження. Твою обороні остаємся. Наша корова, не побажай моління нашим, як усілякої злої приходи, вибавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть. Все разом зустрінемо конец света. Видите, Божье благословение. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый.
Idźcie u sупокої Христа. Дякуємо вам, Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно нам просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, Могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Збережте, сядьте на хвилинку, запросимо зараз душ, а затим співаємо пісню на душі. Хвален Єсус Христос. Дивіться, тут на сьогоднішній вже бачу вельми шмат гостей Радіо Марії, навіть ведовців Радіо Марії. А може, якщо ще слухачі, будь ласка, підніміть руку, це ви єсть. Не шмат, але маю надію, що після сьогоднішньої встречи буде трохи більше. Сегодня приехали до вас как раз повестить про это радио. Радио Мария – это отдельное католическое христианское радио у Беларуси. На жаль, какой мы смеем только на просторах интернета, это не наша вина. Мне тут разом хотіли зробити пару, але ведаем чему и як. Не треба тут тлумачить. Какой нам это не дають, и мы отдельное радио с 72 країн света, яка існує, побудь в интернете. У центрі Європи така дирочка, яка, на жаль, не дає спалю. Але нічого, ми робимо, що можемо і як можемо. На хвалях Радіо Марія. Вельми важна інформація для людей старіших, які не можуть дойти до костела. Есть ранішні рішення святої Мішали, яких можна удільніше для слушати радіо. Есть молитвы, на які можна подпрацювати, і супольні пиражі, ружанець, альбо ночі забошені милосердя розні літані. Завсюди можна звонити на мусуди і разом молитися. Можна досилати свої інтернети. А кроме этого, как это вельми великая колькость розных КТТС, розных передач. Спробуємо зробити це так, щоб для кожного було цікаво. І тут є шмат мам і пап. Тож маленький спойлер. Теперь мы записали вельми судовные книжки для деток. Судовнейшие. Я думаю, что дети у админов уже пошли навести у плейлистах нашего радио. Вельми варто поспробовать, поскольку сейчас з'явиться на сайте, я думаю, что такие пригоды, христианские оправдания варто уезжать в нашу детство. Вельми пригоды, правда, вельми пригожий проект. Мы сами ехали, видите, Белорусскую бушу на прошлом тыдне и слухали 5 картинок лекарств. Слухать, правда, вельми пригожий. Так само есть передачи для деток, есть передачи для семьи, есть передачи с психологами, с христианскими психологами, культурные передачи. Хотите огромнейший спектр. А заместо того, как вам распорядать об этом полгодины или там дождь на улице, скажу одно. Послушайте. Як послухать? Радіо Марія існує тільки в просторах інтернету. Як ми вже сказали, для ветеранів, больше молодейших. Play Market, Радіо Марія Білорусь, спамповать. Его уже знали. Для старейших людей, які не вельми умеют это користатися, ми стараємося, так будемо сказати, привести, можна до нас підвести і ми хутенько вам уставимо на телефон. Так само для тих людей, які не люблять або не вміють скористатися такими сучасними техніками, ми розпрацювали нашу Wi-Fi-колонку, і вона працює від крайнього Wi-Fi. І можна так само підійти, записатися, треба буде трохи почекати, а лінія дома у нас з'явиться. Для людей старейших, яким складно слухати, слышать, потребують очень моцний звук, то так само можна у нас зробити. Так само приезжаем кожну неделю в разных костелах Беларуси ездим. Такой мы это, например, расповести про радио, так само попросить об обферовании, потому что Радио Мария існує в Беларуси, производит только и выключно дякуючи обферованию технику. Кожен місяць нам треба виплатити за студію, інтернет, зарплату супрацовника, які просто повинны быть там, 10 тысяч белорусских рублей. Это минимально. То есть это самое минимальное, если у нас есть растрата. И тому приезжаем в парафии и просим поддержки, как мы могли просто робить пригожий судовный КТТ, судовный проект, и может быть, скорее с кожному христианину. Тому буде вельми вдячний за перемогу. А крім того, зараз ми вже шукаємо людей, які пережили якісь недороботні моменти у своєму житті, свідчення віри. Або менавіта таких людей, які в свій час, совєтський період, змагалися за віру, коли такі люди були у ваших сім'ях, коли вони ще жили, як це Бог сказав. Будь ласка, сконтактуйте нас, щоб ми могли просто зробити історію, яка знаходиться разом з цими людьми, щоб вона могла достатися для наших родів. Тому ми будемо
сегодня скорее привести, Калиласа, подходите нам, мы вам все расскажем. Поставим, кто не умеет доставить, молодь подпишется на наш инстаграм обовязково. Ось і Михаэлі будете слухать целый день, разница вечером. Мы их слухаем и слухаем. Я уже я 200 песен на память. И так само можна подивитися записати свідчення і всю інформацію Калиласа на нас, коли стоїть за все. Дякую за увагу. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, отдыхает небо, небо. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, отдыхает небо, небо. Настанет день, настанет день, настанет Кто там по костелам и у костеле, подойдите к Калиласке ближе. И у нас в той раз мы с вами уже разлучились, некоторые не спел, спевы детячие, некоторые вы уже видите, некоторые будут новые, але повторяйте за Михаэлькой, все у вас отжимается. До нас сегодня приехали спевать разом и молиться с нами Богданович Ядвига, Анатолий Лазарчук, Ольга Килько и Тоха, и играет на какой-то, ну, на некой табуретке. И Антон Юрковец. Давай. Ой, не переживай. Давай. Нет. Кому это? Не захочу, отвернуся, не захочу,
Теперь будет такая новая складная песенка, але повторяйте по воде, людей оздоровляем. Как будем показывать людей оздоровляем? Вот так, по воде будем ходить. Идем по воде, людей оздоровляем. Баня, что у нас небо змея любит, показываем, як у нас любит. У неба запрошаем. Вот мы надо кикнуть вверх. У неба запрошаем.
Кто пришел за паном, и уж не развожали, все голодные от рана лезут устав. Высокого сила мало, для пройти все пути, потому что он как пиво, особенно он. Потерям помнит, людей оставляет, Иисус крайне любит, умело нам прощает. Потерям помнит, людей оставляет, Иисус крайне любит, умело нам прощает. Потерям помнит, людей оставляет, Иисус крайне любит, умело нам прощает. Потерям помнит, людей оставляет, Иисус крайне любит, умело нам прощает. Следуйте, любовь твоя, показываем, любовь твоя наивысшейшая. Ой, не, простите, это другая песня. Это в следующий раз. Итак, что там, любовь твоя такая чудовная, да. Любовь твоя такая, надо это видеть древнего с шмаспевом. Любовь твоя такая чудовная, любовь твоя такая чудовная. Любовь твоя такая чудовная, любовь твоя. Выше за горы высокие и шей на горах высокого, ширей за высокого. Любовь твоя. Любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная. Любовь твоя, выше, которая высокая, выше, которая высокая, шире, это все, что нам можно знать. Любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя. Выше, которая высокая, выше, которая высокая, шире, это все, что нам можно знать. Любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя. Выше, которая высокая, выше, которая высокая, шире. Все, что нам можно знать, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя, такая чудовная, любовь твоя. Да, очень наш спел. Хватит. Дякую вам, что пригласили нас успевать выиграть звание без нашего согласования уже не было, да? Запрошаем до Михаэля, долучаемся и... Наш, нам что сотни, делаем все, что нам кажется. Мы снова так, я обязан, только ты меня. И все, ты моя сила, это ты, ты моя мать, только ты. Очень молчу я, какая же осталась, и за не держу. И твоя сила.
Ты моя сила, ты моя мать, только ты. Больше молчу я, как осталось, не за не держу. Среди сатир, тобой здоровьем их могу быть. Все, что ты могли, угадала ты, что подарю назад, потеряю славить тебе. И моя сила, это ты моя мать, только тебе. Больше молчу я, прятаюсь, осталась, ни за куплей не гляди. Ты моя сила, это ты моя мать, только тебе. Больше молчу я, прятаюсь, осталась, ни за куплей не гляди. Ночь, я жду секунд, передаю все, что нам дотянет. Я обязан, только меня. Дякую всім, хто достався, з нами помолитися і співати. Приходите до нас, слухайте нас и кто-нибудь может спонсор для нас, как мы развивались, записываем новые спевы, учите наши спевы и спевайте с нами. Приходите до нас спевать в Михаэльке. А мне еще проважно. И еще дети и дорослые, и все, кто має талент, и кто думает, что моя вода не має талент, а есть желание. Конкурс малюнков мы в Михаэльке хочем, как вы удельничали и намалевали нас. Намалевали символ Михаэля, як ви нас бачите, який малюнок може некоторі приносять, так, ніхто малює Альонка, як Михаэля, ніхто всіх нас разом, але той, хто буде переможцем, отримає зі своїм малюнком майку. И мы будем эти малюнки друковать на наших майках, з якими ми виступаємо, ездим по парафіях інших, і так само на інших наших символах, значках і так далі. Тому удельничайте, коли ласка, малюнки можна приносити сюди, навіть ксензу проводку покидати, або в Інстаграм, на сторонку ВКонтакте так само можна досилати туди фотоздимки своїх малюнків. Будете удельничать? А, дети цукерок еще. Дякую велике ще раз вам всім, хто причинився до такого пригожого вечір сьогоднішнім батькам, хто дітей своїх пускають. Так, от там журналістах, ще дітей записали. Тут, будь ласка, Ольга буде роздавати. Да, очень все вообще разом, даже и я туда его поставил. Спел молитву за нашу Беларусь, и такая тяжкая теперь ситуация, Божьей допомогой все открывает. И прочнулась она, наша Беларусь. Только грудь забыть, только душ ты погоди, проснулся Беларусь. Бог мой, ты погоди, только грудь забыть, только душ ты погоди, проснулся Радости
дякую.